Вдали от шумных дорог и городской суеты, в тишине и спокойствии, среди уральских гор и быстрых рек, в Белорецком районе старинное село Кага спряталось. Старожилы поговаривают, что оно уже более 2 веков здесь стоит. История нашего села уходит своими корнями в 1740 год. Считается, что около этого года здесь появились первые люди. По одним сведениям, это были разведчики Ивана Демидова, а по другим это были староверы, которые пришли сюда после расколов православной церкви. И вот когда эти люди вышли на берег большой полноводной реки с белыми водами, это была река Белая, то увидели, что в нее впадает маленькая шустренькая речушка с прозрачной, кристально чистой водой. И когда они вышли на берег этой речушки, то навстречу им с водной глади поднялась большая стая диких белых гусей. И громко хлопали крыльями и кричали «Гага! Гага!». Вот считается, что отсюда произошло название нашего села. У нашего села есть свой гимн. Люблю я рассветы, рассветы над Кагой, и в спелых колосьях от солнышка цвет. Живи, моя Кага, красавица Кага, родная моя, ты для нас лучше всех. Живи, моя Кага, красавица Кага, родная моя, ты для нас лучше всех. Издавна Кага местными умельцами да проворными мастерицами славилась. Да и сейчас здесь люди трудолюбивые живут. Все своими руками делают, да старинные ремесла не забывают. Ну, что я вам расскажу? Ну, я вам скажу, что это мой рабочий станок был прежде. На нем я много работала. И много людям добрым людям много я делала. Все, бывало, едут, просят. Много тут работы. Тут, конечно, очень много работы. Только видишь, все вот на виду, вот она. Но ведь это... Не с кем работать-то. Меня вон все говорят, вот приезжали туристы из Москвы были. Откуда только не были. Они говорят, бабушка, это все надо ведь кому-то передать. Я говорю, а кому передать-то? Кто будет теперь делать-то? Вот я за день вытыкала 6 аршин. Например, долгий половик, или 6,5 аршин, или 6. В комнате их же стелили, дорожки-то эти. И сейчас ведь он палас, например, да линолеум он застелили в первой комнате. Тут цвета, как сказать, тут вроде тоже подбираешь ведь. Например, вот, видишь, а раньше их красили, вот эту, раньше этой пряжи не было, вот это лен и коноплей на это все использовали. И сами мои платьишки даже мама нам выткить изо льна. Отпридем, выткить, и она сама шила. Если я в школу пошла, какое-то там такое платьишко, видишь, теперь ведь все, ну, форма-то какая сейчас у школы-то. А раньше не было формы никакой, и брюки не одевали. А все-таки платьишко было. Усходим мы в школу какое-то платьишко, а пришли домой, мама нам уже самотканки мы носили. Они же беленькие тоже, но не больно они шибко белые, лен-то этот. Когда мама сошьет, выткить-то, да сошьет-то. Ткешь ты тоже подгадываешь, клетка-то. Например, вот, видите, это вот, можно у всякой их накласть, а пригадываешь, когда ее ткешь, ты тоже пригадываешь. Если ее не пригадывать, она некрасивая будет. Они, видите, есть вот такие. И это другая уже. Тоже подгадываешь, чтобы вот клетка-то была. Так по всей постилочке. И это вот. Много работы. И тут бывало, когда постилку ткешь, это вот все
затыкаешь. Чтобы тут была, будет вот, начинаешь подстилку ткать, она чтобы была туго. Тут называется, вот этими ножками переступаешь. Вот они раньше сидели, вот назывались это, супритку-то эту собирали. А какие вот они песни-то пели? Я еще в то время-то девчонка была. Они, бывало, если сядут, сидят эти, напрячься, он зинует, она у меня вон в амбаре с напряг-то. Вот они сидят, придут. А ведь сейчас уж ничего не сохранилось. Жители села Кага – народ веселый, с особым певучим говорком, со знаменитыми уличными частушками да вековыми песнями. Над рекой шумит песня удалая, вдалеке звенит. Годы пролетели, я уж под венцом молодца сковали золотым кольцом. У нас в Каге все песни протяжные, печальные. Это, видимо, потому, что очень тяжел был женский труд. Поэтому и песни такие печальные. Вот у меня в руках песельник, которым мы пользуемся в своей работе. Это очень старый песельник 1897 года. И гармонисты здесь свои имеются. Их в селе уважают, да на все праздники приглашают. А гармонии у них не простые, а венские, на старинном серебре сделанные. Гармонисты любили, сейчас любят. А на свадьбе какой? Вот эдакие вот играете, пляжут, кругом плясали. Там это пляж. Сейчас ведь пляшете под этот, под матихвёны, под эти, ходите и кругом, а тогда под гармошку едут плясать, только не едут, как сейчас. И ходили, плясали, дроби били. Есть они серебряные голоса, есть медные, есть стальные. Но у всех случаев эти серебро устойчивые и звук совсем другой. Это гармошка, название венская. О, вот это банька! Это не банька, а золото! А какое село без русской бани? И здесь знатоки банных дел имеются. Да не простые знатоки, а с музыкальными навыками. О, вот это баня! Вот это баня! Недаром Петр I в 1870 году говаривал, что если солдат не попарится березовым веником, он уже плохо воюет, это уже не солдат. Но в настоящее время эта баня придает хороший ёлпак, очень хорошее здоровье. И вот я уже парюсь, мне уже 8-й десяток. И я с этим веником не расстаюсь и до сих пор. Эта баня, это прелесть. Веник – это березовый. Вот верите, нет, им попаришься в неделю раз, два, а то и даже 3, это настроение поднимается. Плюс и сердечко работает. И я не расстаюсь с березовым веничком. Это прелесть, это красота. Как в баню захожу, в первую очередь, это веничек. Оттуда выходишь как свежий, как 20-летний. Веники еще бывают и еловые, и сосновые,
И липовые, вот липовый этот очень полезен, там, в общем, цветы. Ну, не зря пчела летит на липу, она очень полезна. Вот балалайка моя, ой, я даже в баню хожу с балалайкой. Вы понимаете, какое настроение, как попаришься этим березовым веничком, это душа поет. Беру балалайку, сажусь в предбаннике и наигрываю. Ну что, дед, намылся? Ой, от души. Сладким паром. Ой, ну спасибо, бабуля, спасибо. Айда, Жарку бань-то. это исключительно хорошо. Айда, Ну, присаживайся. целый день топил, ну как же не жарко. Какая же баня без горячего чая да румяных блинов? Ой, блины, 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 вы блиночки мои. Ой, блины, 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 вы блиночки мои. Мы блинов давно не ели, мы блиночков захотели. Ой, блины, 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 вы блиночки мои. Ой, блины, 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 вы блиночки мои. Моя родная сестрица печь блиночки мастерит. Ой, блины, 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 вы блиночки мои. Ой, блины, 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 вы блиночки мои. Напекла она поесть, сотен 5, наверное, есть. Ой, блины, 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 вы блиночки мои. Ой, блины, 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 вы блиночки мои. На поднос она кладет и сама к столу несет. Ой, блины, 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 вы блиночки мои. Вот так и живут жители села Кага Белорецкого района. Не спеша живут. Все своими делами занимаются, да местные традиции не забывают.